Вся страна отметила главный государственный праздник нашей страны – День России. Я хотел бы поздравить всех россиян с нашим государственным праздником, Днем России. Этот год для нас очень знаменателен. В этом году мы избрали президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Побиты все рекорды, все максимумы. Это процент участия в голосовании порядка 80%, процент поддержки кандидатуры Владимира Владимировича Путина более 80%. Это невиданный успех, и это говорит о том, что россияне за защиту своего суверенитета, россияне за развитие. И россияне за то, чтобы был мир, благополучие, добрососедство. Каждый россиянин сегодня должен думать о том, что он сам лично может сделать для развития своей родины. Хотел бы отметить, что Республика Саха-Якутия, являясь самым большим субъектом Российской Федерации, вносит свой большой вклад в развитие единого федеративного государства. У нас развиваются IT-технологии, у нас развиваются те индустрии, которые сегодня наиболее востребованы. Это и киноиндустрия, это и сохранение культурных традиций. Я, например, являюсь более 32 лет президентом Ассоциации национальных видов спорта игр народов Якутии Саха-де-спорт. Горжусь тем, что мы привнесли игры наших предков в 21 век, мы превратили их в тот вид спорта, который абсолютно востребован для того, чтобы мы могли его преподать миру, подарить миру как инструмент добрососедства. Поэтому я всех хочу призвать к тому, чтобы мы любили свою родину, уважали традиции, сохранение традиционных ценностей, в том числе семейных, учитывая, что этот год является годом семьи. И этот год в Республике Саха-Якутия является годом детства. Мы должны делать все возможное, чтобы укреплять семью, семейные традиции. А семья – это ячейка общества. Будет сильная семья, будет сильная Россия. Всех с праздником! Одной из главных площадок стал исторический парк «Россия. Моя история», на которой прошло торжественное открытие мультимедийной выставки «Россия миру». Во-первых, я хотел бы всех поздравить с праздником, с нашим государственным, с Днем России. Мы, исторический парк «Россия. Моя история» в городе Якутске, ежегодно в этот день проводим самые разнообразные мероприятия. Помимо того, что у нас здесь проводятся мероприятия для семей с детьми, для наших ветеранов, для молодежи. В этом году мы открыли, и считаем, что это очень важно, выставку, которая называется «Россия миру». Она повествует о достижениях российской науки через имена выдающихся наших ученых российских. Людей, которые себя обессмертили своими делами в науке. 21 век – это век науки и технологий. И мы сегодня вот в этой выставке «Россия миру» показываем такие имена ученых выдающихся, которые внесли своим трудом вклад в развитие мировой науки, прославили нашу страну Россию. В экспозиции представлена история российской науки. Выставка знакомит с великими российскими учеными и их достижениями от Ломоносова до наших дней, а также истории 40 русских и советских ученых-первооткрывателей. Этот формат вообще, он для современных людей очень интересен. И, между прочим, не только для тех, кто вот сейчас молодые, но и для старшего поколения, потому что, по сути, это передовой край популяризации не только науки, и вообще патриотизма. Это очень важно. Ну и еще очень знаменательно, что эта выставка, она рассказывает о вкладе России в общемировую, в общечеловеческую такую, все сферы, по всем областям. Это не только наука, более мне знакомая, это и космос, и медицина, самые различные, экономика. И, соответственно, это очень интересные направления. И это, наверное, единственное место, в которое можно прийти, охватить сразу весь фактически пласт, начиная от России, когда стала интеллектуальным такой центром, это, наверное, вот Ломоносов есть, это 18 век, ну и по современности. Есть и современные. Самое главное, что это дается в таком формате удобном, простом, понятном, то есть не перегруженный. Это для народа. И исторический парк, я могу сказать, что это для народа, для всех, и самых разных возрастов, поэтому призываю прийти, посмотреть, послушать. На церемонии открытия прошла торжественная передача униформы героя специальной военной операции механика-водителя танка Т-72Б3 Малеева Давида Сергеевича, в
которой он участвовал в специальной военной операции. Теперь его костюм будет экспонатом будущего музея СВО и займет одно из почетных мест в историческом парке «Россия. Моя история». В этот праздничный день на выставке «Дети Азии. От идеи к истории» прошло торжественное мероприятие Министерства культуры Якутии. На церемонии награждения государственными наградами были отмечены работники культуры, которые участвовали в проведении международных спортивных игр «Дети Азии», проходивших в столице республики. Потому что мы внесли свою лепту, якутяне, в новейшую историю России через игры «Дети Азии». Любовь к детскому спорту, развитие детского спорта – это будущее наших детей. И в этом и величие нашего первого президента, который предвидел это все. Да? А мы должны из поколения в поколение передавать вот эту ценность, так, которая была заложена в далекие уже 90-е годы. Да? И в этом и заключается именно основа государственности. Потому что именно сегодня День России мы наградили, поздравили, да, оценили труд именно деятелей культуры, которые делают то духовное начало, которое у нас есть. Поэтому оно не случайно. Мы именно в День России поздравили, наградили достойных деятелей культуры именно государственными наградами. С другой стороны, мы несколько поколений деятелей культуры связали через игры «Дети Азии», чтобы они, еще раз сплотившись, так сделали именно замечательное открытие культурной программы игр «Дети Азии», чтобы оно впечатлило и жителей города Якутска, и наших гостей. Был отмечен неоценимый вклад первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева, благодаря которому «Дети Азии» стали символом детского спорта в Российской Федерации. Первые, вторые, третьи, четвертые игры, которые происходили здесь, они стали историей. И в этом зале, где показывается история детей Азии разных времен, поскольку каждые 4 года, как Олимпийские игры, то поколения меняются, особенно меняется поколение участников, а организаторы, так тоже чуть-чуть такая смена идет такая. Да? Поэтому наша встреча имеет вот как раз с одной стороны такой аспект воспоминания, но с другой стороны очень важно нам собраться и еще раз осмыслить пройденный путь, этап. Дети Азии – это же российское такое детище. Так? Республика Саха-Якутия, Михаил Ефимович Николаев, президент России Владимир Владимирович Путин очень поддержал в свое время, сейчас тем более. Поэтому в День России это мы таким образом, собирая здесь участников игр с многих стран, но и прежде всего всей России, мы таким образом, конечно, сплачиваем, мы таким образом имидж России поднимаем, расширяем такое влияние России через спортивные игры, через культурную программу. Мультимедийная выставка «Дети Азии. От идеи к истории» будет работать для посетителей в историческом парке «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке.
вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! В историческом парке «Россия. Моя история» вы не только можете посетить мультимедийные выставки и различные мероприятия, но и приобрести на свой вкус книжную и сувенирную продукцию в музейном магазине. Здесь вы найдете многообразие товаров, включая новинки об истории Якутии. Многое, что присутствует в этом сувенирном магазине, и книги, и какие-то сувенирная продукция, она довольно уникальна. В ней приложены наш труд, и наши идеи творчества. Вот. Книги, которые здесь представлены, их, наверное, больше нигде не купишь, потому что это специальный заказ, авторские работы. И вот буквально месяц назад мы выпустили книгу «Тайны якутских фамилий» камчатского автора. Это, собственно, казацкие фамилии, которые шли навстречу солнцу, вот, еще с 18 века, и которые сегодня широко распространены в Якутии и дошли до Камчатки, до Русской Америки, Охотского края, ну и, как говорится, до всех дальних рубежей нашей России. Ждем вас в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу Уткина, 5.